Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, зачем трое казанцев заперли в бане на 12 часов двух мужчин. Мужчинам предъявлено обвинение в незаконном проникновении в жилище, вымогательстве и похищении человека. Вспыхнул, как спичка. Тоже короткое замыкание, тоже что? На Мамадышском тракте сгорел КАМАЗ с песком. Оформила на себя кредит, пытаясь его отменить. Я делаю, у меня списывают. Я понять не могу сначала. Мошенники обманули жительницу Альметьевска на 150 тысяч рублей. Об этом и не только в ближайшие 10 минут. В Казани будут судить троих парней в возрасте 20, 27 и 28 лет, обвиняемых в похищении людей и вымогательстве. Как полагает следствие, все началось с того, что один из фигурантов дела попросил знакомого за вознаграждение оформить на свое имя карту. На счет должна была прийти крупная сумма, которую товарищ должен был отдать. Получив деньги, он не стал соблюдать договор и проиграл все на ставках. Что было дальше, расскажет Айрат Назипов. Как полагает следствие, осенью прошлого года один из обвиняемых предложил своему знакомому оформить на себя банковскую карту, предупредив, что вскоре туда поступят крупные суммы, и ее необходимо будет отдать. За это обещал 6 тысяч рублей. Знакомый согласился, но карту оформил на своего друга. Когда на нее пришли около 300 тысяч рублей, товарищи сняли всю сумму и проиграли их на ставках. Тогда мужчина, по чьей инициативе была оформлена карта, разозлился не на шутку и вместе с двумя знакомыми наведался к обидчикам. Как считает следствие, предполагаемые злоумышленники приехали в поселок Константиновка к дому, где проживают мужчины. А обоим распылили в лицо содержимое газового баллончика. Избивали их и, угрожая убийством, требовали от них 600 тысяч рублей. В итоге обоих мужчин посадили в автомобиль и стали возить по всему городу. Конечным пунктом стала баня, где обоих потерпевших заперли на 12 часов. Держали их там вплоть до того, пока родственник одного из них не перечислил на карту предполагаемых вымогателей 150 тысяч рублей. После этого мужчин отпустили с условием передачи оставшейся суммы. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан мужчинам предъявлено обвинение в незаконном проникновении в жилище, вымогательстве и похищении человека. Двое из них причастны к совершению преступления признали, один не признал. В итоге дело передали в Новосавинский районный суд для рассмотрения по существу. Айрат Назипов, Рамзиль Гарипов, вызов 112. КАМАЗ, перевозивший песок, загорелся сегодня днем на Мамадышском тракте. Грузовик вспыхнул во время движения. Водитель почуял странный запах и остановился, чтобы проверить двигатель. Выйдя из машины, он заметил дым, а затем и пламя, которое за считанные мгновения охватило всю кабину. Потушить его своими силами не удалось. Проезжающие мимо автомобилисты попытались сбить пламя с помощью огнетушителей, но также потерпели неудачу. В итоге с возгоранием справились пожарные. Кабина выгорела полностью. Водитель не пострадал. Не знаем точно, как бы там, то ли короткое замыкание, то ли что. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил провести проверку по факту аварии на подстанции в Елабуге. Крупный пожар временно оставил без света чуть меньше 35 тысяч людей. В результате инцидента было отключено 196 трансформаторных подстанций. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось чуть меньше часа. Пострадавших нет. В ходе проверки сотрудники прокуратуры совместно с Ростехнадзором и МЧС установят причины аварии, оценят действия сотрудников предприятия, а также выявят ответственных за это происшествие. Окно автобуса разбилось во время движения на улице Восход. Как и кто его разбил, водитель многотонника так и не понял. Однако осколки стекла попали в пассажирку. Хотя женщина не имела претензий к шоферу, мужчина все же вызвал на место медиков и инспекторов. Вероника Гайнудинова разбиралась в ситуации. Я говорю, помощь надо какую-то оказать? Нет, не надо. А при выходе сказал, может, опрощусь, говорит. Несмотря на то, что женщина не получила серьезных травм, водитель все же вызвал на место медиков. Отмечает, что уже научен горьким опытом, когда пассажиры получают травмы, не говорят об этом водителю, а спустя несколько дней обращаются в правоохранительные органы. В таких случаях, как правило, наказание ждет водителя, которого обвиняют в том, что он скрылся с места ДТП. Пока мужчина ожидал приезда автоинспекторов, он задавался вопросом, как же все произошло. Я думаю, может, тот что-то кинул, а там никого и не было. Инспекторы оформили аварию, теперь автобус отправится на ремонт. Вероника Гайнудинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Водитель КАМАЗа не справился с управлением и снес металлические ограждения на Мамадышском тракте. Объясняя, как все произошло, мужчина отметил, что дорогу ему перегородила легковушка. Чтобы не врезаться в нее, водитель многотонника резко вырулил вправо. В происшествии никто не пострадал.
На той же улице подозрение автоинспекторов вызвал водитель «Мерседеса». Мужчину остановили для рядовой проверки документов. Вскоре ему предложили пройти тест на алкоголь. Прибор показал, что в этот вечер спиртное автомобилист не употреблял. Его доставили в медицинское учреждение для сдачи анализов на наличие в крови наркотических средств. Ликвидировали нарколабораторию и изъяли больше килограмма мефедрона в Подмосковье. Все благодаря ранее судимому жителю Казани, в телефоне которого оперативники обнаружили снимки подпольного помещения. Выяснилось то, что задержанный покупал запрещенные вещества у своих земляков, которые организовывали криминальный бизнес в другом регионе. Обо всем по порядку расскажет Матвей Опросин. По рецепту варил. Что варил? Не надо знать. И что, как называется? Не знаю, делать спрашивать. На след подпольной нарколаборатории полицейские вышли после задержания ранее судимого жителя Казани. Он попался оперативникам с 21 граммом мефедрона. На допросе признался, синтетику ему поставлял знакомый. Помимо наркотиков у задержанного изъяли мобильный телефон с фотографиями лаборатории, оборудованной для производства запрещенных веществ. При проведении дальнейших мероприятий наши сотрудники обнаружили нарколабораторию, изображенную на фотоснимках в подмосковной деревне Талицы. Выяснилось, что двое жителей Казани арендовали дачный дом, расположенный на окраине садоводческого товарищества вблизи лесопосадки, и оснастили его всем необходимым. При обыске помещения полицейские изъяли больше килограмма мефедрона, а также химические реактивы и лабораторное оборудование. То есть вот эта жидкость – это отходы? Да. Эта жидкость тоже отходы. От мефедрона все? Все, от этой уже мефедрона, да? Да. А это у нас колбах что? Там фильтровался и не слил еще просто колбы, поэтому там остался отстон. В отношении троих казанцев возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств». Все трое будут дожидаться суда за решеткой. Матвей Опросин, Айрат Назипов, вызов 112. В Казани будут судить двух торговцев молоком, обвиняемых в серии мошенничеств на 45 миллионов рублей. По версии следствия, 37-летний директор компании и 41-летний директор фирмы под предлогом вложения денег в развитие завладели средствами 8 человек. В общей сумме потерпевшие лишились 33 миллионов и 200 тысяч рублей. Кроме того, подозреваемые обманывали различные предприятия, получали товар, но не платили. От действий предполагаемых злоумышленников пострадали не только татарстанские компании по производству молочной продукции, но и башкирское предприятие, а также чувашский завод. Представители последних не досчитались чуть меньше 7 миллионов рублей. В отношении директора общества с ограниченной ответственностью избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Руководитель фирмы по продаже молочной продукции в настоящий момент отбывает наказание за ранее совершенное мошенничество. 7 марта 2019 года Московский районный суд Казани приговорил его к 3 годам 10 месяцам лишения свободы. В настоящий момент предварительное следствие по уголовному делу окончено, все материалы переданы в суд. 33-летняя жительница Альметьевска стала жертвой мошенников. Поверив незнакомому голосу на другом конце трубки, женщина, сама того не подозревая, оформила на себя кредит. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей. При этом аферисты отмечали, что код, пришедший на телефон, им называть не нужно. Как они обманули потерпевшую, знает Илья Хайрудинова. С вашей карты были сделаны мошеннические действия. Нужно сейчас это все предотвратить, возврат денег сделать. Вот такие слова услышала жительница Альметьевска от неизвестной девушки, которая представилась сотрудницей банка. Незнакомка сообщила, что мошенники оформили на абонента потребительский кредит. Для того, чтобы это предотвратить, ей нужно воспользоваться мобильным приложением и послушно выполнять все команды, что она и сделала. Сигналы пойдут, потом, говорит, скажете код, отмена операции как-то. Ладно, я начала. Тут пошли смс-ки, списания. Я говорю, здесь списание и код. Он говорит, говорите код после сигнала, и потом пойдет, и вот цифру, каждую цифру проговаривайте, и отмена операции, прям так же. Я делаю, у меня списывают и списывают, списывают и списывают. Я понять не могу сначала. Понимание, что ее обманули, пришло несколько минут спустя. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей. После этого девушка позвонила на горячую линию банка и узнала, что все это время имела дело с мошенником. Злоумышленники вначале с ее же помощью оформили на нее кредит, а позже обналичили всю сумму. Потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Потерпевшая даже не подозревала, что станет жертвой обмана, так как считала, что подобная афера направлена только на пенсионеров. Илья Хайрудинова, Айрат Назипов, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.